В нашем музее ежегодно бывает более 100 тысяч человек. Вы видите огромную карту мира. Я на родине Чайковского. И всех вас мы тоже приглашаем в Воткинск. Ну а сейчас перед нами уникальная семейная фотография Чайковских, сделанная в год отъезда семьи из Воткинска. 1848 год. Перед вами родители композитора Илья Петрович и Александра Андреевна. В этом доме у них один за другим родилось 4 детей. Петя – это был второй сын, и на этой фотографии Петру Чайковскому 8 лет. В доме его называли «стеклянным мальчиком». Он был крайне чувствительным, ранимым, очень хрупким. И должна сказать, что вот таким стеклянным человеком Чайковский был всю жизнь. Конечно же, любимое блюдо в семье Чайковских – это была рыба. И не случайно Илья Петрович приехал в Воткинск и сразу написал Александре Андреевне: «Да возрадуется сердце твое, в Воткинском пруду много раков да ершей». И вот так с детства Петр Чайковский навсегда полюбил простую русскую кухню. Ну и, кстати, в столовой одно из сокровищ нашего музея – удивительная шкатулка для чая. Вспомните танец господина китайского чая из балета Чайковского «Щелкунчик». Но из столовой мы сразу попадаем в рабочий кабинет отца композитора, начальника Воткинского завода. Илья Петрович управлял заводом 11 лет, и он всегда про себя говорил: «В жизни я следую правилу Цезаря. Лучше в деревне быть первым, чем в Риме последним». Ну и посмотрите, в кабинете Ильи Петровича мы видим портрет мамы композитора Александры Андреевны, которая была на 18 лет младше супруга. Конечно, Петя боготворил маму. И именно маме он посвятил свою первую песенку, которую он написал в Воткинском доме. Эта песенка называлась «Наша мама в Петербурге». Вот так все начиналось. Это детский рояль Петра Ильича Чайковского, рояль фирмы «Вирт». Этот рояль на день рождения Петру подарила любимая мама. Ну и, конечно, сейчас на рояле «Вирт» играют только лучшие музыканты мира, которые очень часто приезжают на родину Петра Ильича Чайковского. Ну и посмотрите, какой вид на Воткинский пруд, на наше Лебединое озеро открывается именно из залы. И не случайно всю жизнь Чайковский вспоминал закаты на Воткинском пруду. А гувернантка Петра писала, что летом дети выходили на балкон и слушали нежные протяжные песни воткинских рыбаков. Только они нарушали чудную тишину этих ночей. Так вот они, истоки музыки, песни простых воткинских рыбаков. Ну а сейчас мы с вами идем в очаровательную комнату. Конечно, это была комната мамы, голубая гостиная. Если отец композитора имел украинские корни, то мама по происхождению была француженкой. И очень часто Петр Ильич подчеркивал, что по маме я немножко француз. Итак, посмотрите, голубая гостиная. В этой комнате мама проводила свободное время. Здесь она очень много читала, она даже выписывала французские журналы. Ну а Петр Ильич почему-то всю жизнь вспоминал руки мамы. И однажды он написал, что таких рук, как у мамы, не было никогда и больше не будет. И маме Александре Андреевне Петр посвятил свой первый романс «Мой гений, мой ангел, мой друг». Мы с вами попадаем в спальню родителей. Итак, дорогие друзья, священная для каждого русского человека комната. Именно здесь, 7 мая 1840 года, родился Петр Ильич Чайковский. И он родился под иконой «Образ Девы Марии». Это самая дорогая, любимая икона семьи Чайковских. Мы с вами обошли дом по кругу. Конечно, увидели не все комнаты, вы приедете и все рассмотрите сами. Ну а мы оказываемся в еще одной девичьей, где обычно занимались рукоделием.
Ну и, конечно, пели во время вышивания, шитья русские народные песни. И вот как раз народная мелодия – это основа всей музыки Чайковского. Ну и, конечно, дорогие друзья, Петр Чайковский очень скучал по этому дому, когда уехал вместе с родителями. И он даже писал, что «я с сожалением думаю, что время, которое я провел в Воткинске, прошло так быстро». И я очень надеюсь, что каждый из вас, кто приедет на родину Чайковского, повторит за Петром слова «как быстро проходит время в Воткинске». И уже очень много лет существует традиция. Люди со всего мира приезжают к нам, чтобы крепко обнять липу Чайковских и загадать заветное желание. Перед вами самая старая липа в Удмуртии. И, Татьяна, прошу вас, крепко обнимите липу Чайковских, и она обязательно исполнит ваше желание. Я обняла липу, а вы?